Тело Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, привезут в Москву только после того, как станут известны результаты экспертизы. По предварительной информации, он умер от остановки сердца сразу же после выступления на частной вечеринке в Ижевске. Как говорят в окружении артиста, на плохое самочувствие он не жаловался. Произошедшее стало для всех шоком. Анастасия Цепиева продолжит тему. Ижевский клуб «Пош», на сцене Децл со своим бессмертным хитом. Позднее поклонники скажут, это был своего рода реквием. Сразу после выступления, около полуночи по Москве, Кирилл Толмацкий ушел в гримерку и умер. По официальной информации, у него остановилось сердце. В интернете появилось фото из гримерки. На полу шприцы и перчатки. Концертный директор Кирилла рассказал, врачи до последнего пытались реанимировать артиста. По предварительной информации, остановка сердца. После выступления, то есть после концерта он пошел в гримерку, ему стало плохо, и буквально за несколько секунд он сел в кресло и потерял сознание. Приехали врачи, пытались его реанимировать, но, к сожалению, ничего не получилось. И сейчас мы ждем заключения медиков по поводу произошедшего. О смерти Кирилла первым сообщил его отец Александр Толмацкий. В Фейсбуке сделал короткую запись. Кирилла больше нет. Мать рэпера опубликовала «Черное поле» и подпись «Люблю тебя» и годы жизни. А 2 дня назад на ее странице появилось это видео. Децл читает стихи. Потерянный смысл восстал. Мы все на пределе, напуган вассал. Сознание массу ходит в астрал, теряет контроль вертикаль. Свобода превыше всего. Мы увидим рассвет, ведь нам повезло. По дороге к мечте нас почти унесло, но мы все еще здесь, несмотря ни на что. А вот последняя запись самого рэп-исполнителя. Вечером 2 февраля он опубликовал заснеженный пейзаж. У Децла остался сын Антоний и жена Юлия Толмацкая. Она тоже ограничилась короткой записью в Инстаграме. «Бог забрал любимого». Кириллу было всего 35 лет. Друзья и коллеги по сцене в один голос говорят, он был слишком молод, чтобы умирать. Некоторые отказались верить в смерть Децла и вспомнили интервью Кирилла в 2015 году. Тогда он заявил, что хочет инсценировать свою смерть именно в 35 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет. Надо подумать над этой темой. Но родные подтвердили, Кирилла не стало. Свои соболезнования одним из первых выразил рэпер Баста, несмотря на недавний конфликт с артистом. Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память. А Сергей Шнуров в своем инстаграме написал стихи на смерть Децла. Процитировал известную песню «Вечеринка». Ритмом музыка всяко ведома. Из пластинок сдувая пылинки, вечеринка у Децла дома. Собрался народ на поминки. Подтянулся район и вся школа. Кто-то снова и снова включал. Для себя, а не для протокола. Мы и слезы, моя печаль. Нам удалось пообщаться с другом Децла Дмитрием Хакимовым. Недавно они отыграли совместный концерт. Я, конечно, потрясен тем, что Кирилл умер. Это просто ужасно. У нас в этом году был и с ним совместный концерт. И играли совместно песню, которую мы с ним сделали. Кирилл был отличный парень, отзывчивый, добрый, с хорошей открытой душой. И я в полном шоке. О рэпере как о хорошем человеке вспоминает и Николай Дроздов. Вместе они участвовали в шоу «Последний герой». Телеведущий и зоолог никогда не называл его Децлом, только Кириллом Александровичем. Он не был очень сильно разговорчив. Вот когда с ним уже начинаешь разговаривать, иногда в таких тихие свободные минуты, он начинает с тобой делиться какими-то соображениями. Вдумчивый, умный человек, ведущий свой образ жизни публичного лица, нисколько этим не бравируя. Он просто как-то говорил мне, что вот, вы же читаете лекции, мне тоже, в общем, приятно выйти на сцену и увидеть, что меня хотят слушать молодежь, что я с этой молодежью нахожу общий язык, и я
могу их привести к состоянию какого-то такой эйфории, восторга, радости. Мне это доставляет большое удовольствие. Новость о смерти Децла шокировала многих. Кажется, даже тот, кто не разбирается в рэпе, почти наверняка знает строчку «Вечеринка у Децла дома». Это песня из первого альбома Кирилла Толмацкого «Кто ты?». Он вышел в 2000 году. Было распродано более 1 миллиона копий. Ключевой стала и песня «Слезы». На этих кадрах Кириллу всего 17 лет. Мои слезы, моя печаль. Отец, концертный директор Децла отправились в Ижевск, а Следственный комитет по республике начал доследственную проверку. В ближайшее время семья сообщит о дате и месте прощания с артистом. Я перехожу из этого мира в иной, и только Бог со мной сопровождаемый верой. И снова я черкаю черным по белому строки честные, чистые, смелые.